В эфире программа «Итоги дня». С вами Марфирина Алексеева. Здравствуйте. Озвучу основные темы уходящего дня. На участках реки Лены зафиксирован рост уровня воды, о гидрологической обстановке на реках Якутии. Жители Ленска добились ремонта подъезда в многоэтажном доме через суд. Подробности инициативы. На стадионе Туймада прошел спортивный праздник ГТО для своих. Кто принял участие и по каким дисциплинам сдавали нормативы. В Якутске стартовал первый международный музыкальный фестиваль «Симфония добра». Кто участвует и какие композиции будут исполнены. В Нерюнгринском лагере мужества проходит юбилейная смена летнего отдыха. Разработана интересная программа. Евразийский банк развития ожидает ключевую ставку Центробанка России на конец 2025 года на уровне 18%. Это следует из опубликованного макроэкономического прогноза банка. Ставки в реальном выражении будут оставаться высокими на фоне замедления инфляции. По мере консолидации бюджета в 2026-2027 годах и формирования устойчивого тренда на замедление инфляции, смягчение денежно-кредиторных условий за счет своевременного снижения ключевой ставки будет носить более выраженный характер, указано в документе. На участках реки Лены зафиксирован рост уровня воды. Между Якутском и Покровском отмечается формирование максимума дождевого паводка. В ближайшие сутки-двое рост уровня воды возобновится на участке Витим-Пеледуй Ленского района. У Витима уровень воды сохраняется выше отметки неблагоприятного явления. В пределах центральных районов отмечается рост уровней воды от 1 до 8 сантиметров за сутки. На реке Алдан у Охотского перевоза Тампонского района сформировался максимум дождевого паводка с общим ростом. На реках Амга, Вилюй, Оленек и Яни отмечается понижение уровня воды различной интенсивности. Для обеспечения безопасности, снижения количества несчастных случаев и гибели людей на водных объектах с 23 июня на территории Якутии стартовал первый этап межведомственной акции «Вода. Безопасная территория». В рамках акции проходят рейдовые мероприятия и патрулирование на территории всей республики. Ремонт и обеспиливание дорог. Перейдем к дорожным новостям республики. В этом году в Якутске ремонтируют 11 улиц общей протяженностью около 16 километров. Часть из них уже заасфальтирована, сообщил глава города Евгений Григорьев. Особое внимание уделяется улице 50 лет Советской армии. Одна из главных магистралей города, которая станет четырехполосной с разделительным ограждением посередине. План по индикаторным объектам в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» выполнен на 40%. По словам Евгения Григорьева, по сравнению с прошлыми годами объем работ небольшой. В 3 раза меньше пыли. В Мирнинском районе дорожники обеспылили гравийку до рудника «Интернациональный» и часть трассы Анабар. Как именно, знают наши коллеги. На 27 километрах дорог района станет меньше пыли. Это часть трассы Анабар и гравийка до рудника «Интернациональный». Сначала грейдера выравнивают дорожное полотно. Следом дорожные машины высыпают реагенты и смешивают их с грунтом. Процесс называется обеспыливание. После этого дорога остается влажной, соль впитывает влагу в себя, соответственно, становится меньше пыли, дорога становится крепче. Дорожники начинают обеспыливание с конца мая по сентябрь и повторяют раз в месяц. Столько примерно держится нанесенный состав. По данным сотрудников Якутнепроалмаз, после процедуры количество пыли уменьшается в 3-4 раза. В этом году для обеспыливания дороги до рудника «Интернациональный» использовали новое вещество на основе соли и активных добавок. Оно действует в 3 раза дольше обычного, до 3 месяцев. Инициативные жители дома по улице Набережная, 107 города Ленска добились ремонта подъезда через суд. Теперь управляющая компания обязана в течение 4 месяцев привести в порядок подъезд 9-этажного дома. К слову, последний раз ремонт там проводился лишь в 2006 году. Всем известно, что управляющая компания обязана производить ремонт подъездов многоквартирных домов раз в 3-5 лет. Эти сроки прописаны законом. Но редко какая организация соблюдает закон. В большинстве случаев сделать это недобросовестных управляшек заставляет суд.
Есть, конечно, у нас управляющие компании, которые стараются держаться, скажем, за собственников жилья в виде, ну, скажем, целых многоквартирных жилых домов. Кто-то не совсем добросовестно выполняет свои обязанности, да, не во всех случаях, так скажем. Но, тем не менее, вот набережная 107 – это один из тех примеров, когда жители вот, изучив законодательство, да, и отстояли свои права. Да, это пришлось сделать в суде, но тем не менее, ну, практика такая и есть. Жители дома по улице Набережная 107 в течение 2 лет не могли добиться от предыдущей управляющей компании, обслуживающей их дом, ремонта. Подъезды в ужасном состоянии, стены и потолки в трещинах. Сухая штукатурка валится, на полу трескается кафель, сломаны щитки и двери. И дела никому нет. То есть на протяжении более чем 15 лет ни одного ремонта в доме не было сделано. Хотя мы имеем нормативную базу, мы имеем жилищное законодательство, которое предусматривает, что ремонт в многоквартирном доме выполняется с периодичностью 1 раз в 3-5 лет. В сентябре 2023 года мы, жильцы, инициировали встречу с управляющей компанией. Основная цель которой была – это вот проведение ремонта в подъезде. Встреча прошла безрезультативно, управляющая компания на контакт не пошла, то есть нам было отказано в ремонте. С этого момента Советом дома, который был инициирован в связи со сложившейся ситуацией, было принято решение поменять управляющую компанию и подать иск в суд на предыдущую. Суд жильцы выиграли. По решению суда вступила в силу 16 апреля 2025 года. Управляющая компания в течение 4 месяцев обязана сделать нам ремонт. Вот пока прошло 2 месяца, телодвижений нет никаких. Исполнение судебного решения предыдущей управляющей компании не удастся уйти. Сегодня обслуживанием дома занимается управляющая компания «Ленкомплекс». Жильцы довольны. Все заявки выполняются в срок. Проводятся совместные субботники. Специалисты управляющей компании предоставляют весь необходимый инвентарь и краску. Ну а дом продолжает ждать ремонта. Подъезд – это продолжение квартиры. Хоть не личное пространство, а общественное. Жителям хочется, чтобы в подъезде было чисто, опрятно, уютно и безопасно. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. За прошедшие сутки в результате космического и авиационного мониторинга на территории Усть-Майского района был обнаружен и впоследствии потушен 1 лесной пожар. На сегодняшний день, по данным оперативного штаба, в республике нет действующих пожаров. Всего с начала пожароопасного сезона было ликвидировано порядка 500 очагов возгорания на общей площади более 100 тысяч гектаров. Несмотря на отсутствие пожаров в Верхоянском, Алекминском, Эвено-Бетантайском районах, а также городских округах Якутск и Жатай продолжает действовать особый противопожарный режим. Отмечу, что за аналогичный период прошлого года на данную дату было зарегистрировано 398 лесных пожаров на общей площади 688 224 гектара. Уважаемые граждане, в случае обнаружения природного пожара незамедлительно сообщайте в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства по телефону 44 74 76 и на единый номер лесной охраны по телефону 8 800 194 00. Государственная инспекция труда в Якутии начала внеплановую проверку на руднике Сарылах после трагического инцидента. Напомним, что 12 июня на руднике произошло обрушение горной породы, где под завалами оказались работники, один из которых погиб. По итогам проверки установят причины несчастного случая и дадут оценку соблюдения требований охраны труда и промышленной безопасности при ведении горных работ. Проверка завершится 27 июня. Реализация программы социальной газификации проводится в усиленном режиме. Под председательством министра промышленности и геологии республики Максима Терещенко состоялось очередное заседание регионального штаба по социальной газификации. Лидерами по пуску газа в дома якутян стали город Якутск, это 172 дома, Вилюйский улус – 25, Чурапчинский и Мегино-Кангаласский улусы – 21 дом, а также Верхневилюйский улус – 20 домов. К другим темам. 20 тонн гуманитарного груза для жителей Курской области собрали в Якутске. Сбор вещей прошел в рамках акции «Юбилейный маршрут добра». Несмотря на то, что прием помощи проходил в Якутске, вещи отправляли и из районов республики. В партию вошли одежда, предметы личной гигиены, бытовая техника, медикаменты, маскировочные сети, хозяйственные товары и строительные материалы. Отмечается, что этот груз по пути будет пополнен в Алданском и Нюрнбергском районах.
12 якутян, проявивших храбрость и отвагу на поле боя, были награждены орденами мужества посмертно. Награды и удостоверения к ним были переданы близким родственникам погибших военнослужащих. Республиканский филиал Госфонда «Защитники Отечества» совместно с военным комиссариатом второй год подряд организовывают торжественную церемонию передачи наград погибших воинов-якутян. Сегодня мы вручаем 12 государственных наград, в том числе 2 медали и ордена мужества посмертно. Это мероприятие у нас, как я уже сказал, проводится второй год, но в принципе по желанию и заявкам родственников. На стадионе Туймада прошел спортивный праздник ГТО для своих. Ветераны СВО, участники боевых действий, силовики и молодежь проверили свою физическую подготовку, сдав нормативы ГТО. Подробнее в следующем сюжете. Отжимания, подъем туловища, бег на 1, 2 и 3 километра – эти и другие испытания стали частью первой патриотической спортивной акции, посвященной Дню ветеранов боевых действий. Несмотря на дождь, около 50 участников продемонстрировали силу, выносливость и гибкость. 5 нормативов буду сдавать. Ну, там стандартные отжимания, бег, гибкость. Ну, как готовился, так по вечерам с ребенком занимаемся, мячик пинаем, все. Перед испытаниями все участники прошли обязательное медицинское обследование, включающее осмотр терапевта и ЭКГ. Ветеран СВО Аркадий Дорофеев, впервые участвующий в ГТО, подчеркнул важность медобследования и отметил, что спорт помогает не только поддерживать форму, но и восстанавливаться после службы и адаптироваться к социальной жизни. ГТО – это норма жизни. Надо быть всегда здоровым, следить за своим здоровьем. И, значит, по опыту вам скажу, когда мы прибыли на линию боевого соприкосновения, а перед этим мы прошли военно-тактическую медицинскую подготовку в клубе в центре Батур, и это очень сказалось на ведении всех их боевых заданий. По сравнению с другими регионами, конечно, мы были на высочайшем уровне. Нормативы проходили по федеральной программе и были разбиты на ступени. Все данные будут внесены в государственную федеральную систему, и по истечении полугода все участники получат значки ГТО. Кроме того, организаторы планируют проводить это мероприятие в республике ежегодно, что станет отличной традицией для поддержки физической культуры и патриотизма среди молодежи. Дарья Короленкова, Владимир Павлов, Якутск. С текущего года отделение Соцфонда России по Якутии возмещает затраты на оборудование рабочих мест для людей с инвалидностью первой и второй группы, а также ветеранов боевых действий. Работодатели имеют право на компенсацию на приобретение оборудования, мебели, технических средств, а также за их установку. Рабочее место создается с учетом индивидуальных потребностей человека. Также учитывается программа реабилитации каждого сотрудника. Для получения субсидии, не превышающей 200 тысяч рублей на одно рабочее место, трудовой договор должен быть заключен на срок не менее 9 месяцев вместе с закреплением за ним рабочего места минимум на этот же срок. Работодатель в течение 3 месяцев после подписания трудового договора обязан направить в службу занятости населения заявление и все документы, подтверждающие затраты на организацию и оборудование рабочего места. Программа по компенсации на создание оборудования рабочих мест для людей с инвалидностью является составной частью национального проекта «Кадры». Она создана с целью повышения заинтересованности работодателей в трудоустройстве лиц с ограниченными возможностями здоровья. В Волгограде состоялась рабочая встреча главы Республики Айсена Николаева с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. Основное внимание стороны уделили сохранению исторической памяти, а также совместной работе в сфере патриотического воспитания молодежи. Также на Мамаевском кургане состоялось открытие памятного знака воинам-якутянам Великой Отечественной войны. Подробности в материале Максима Кардозу. Знаковое место для всей страны. Мамаев-курган поражает своим масштабом и величием. Мемориал увековечивает подвиг советских солдат в Сталинградской битве. И это настоящая святыня не только для волгоградцев, но и для каждого россиянина.
Дети осажденного Сталинграда. Сейчас нас осталось где-то около 2500-3 тысяч. Поэтому для нас это святое. Теперь здесь, на мемориальном кладбище Мамаева кургана, появился памятный знак якутянам, защитникам Сталинграда 42-43 годов. Монумент установлен в рамках историко-патриотического проекта «Бастионы памяти», который стартовал в этом году. В Сталинградской битве сражались около 10 тысяч уроженцев нашей республики. Мы гордимся всеми ними и такими легендарными, как великий артиллерист Гаврил Протодиаконов, который был отмечен и в воспоминаниях маршала Чуйкова, и многими-многими другими тысячами воинов, которые сражались здесь. В том числе здесь сражался с августа до конца ноября 1942 года и мой дед Андрей Кидович Читаров, который был пулеметчиком. И для нас, для всех якутян, конечно же, это великая память. Память о великих лишениях, о великих трудностях, но и память о великом мужестве, великой победе, о тех свершениях, которые сделали наши предки. И, конечно, для нас тоже символично, что историко-патриотический проект «Бастионы Победы» Якутия начинает непосредственно здесь, на легендарной героической земле в Сталинграде, установлением памятника, посвященного жителям Якутии, защищающим нашу Родину. Для нас это тоже. Поэтому вам еще раз огромное большое спасибо. На открытие памятного знака из Якутии привезли горсть земли из местности Даркылах. И не случайно именно оттуда, ведь с этого причала в начале войны якутских бойцов провожали на фронт. Это не первый и не последний случай, когда мы привозим горсточек нашей родной земли и оставляем около памятников наших отцов в разных городах России. И наше молодое поколение, которое будет посещать Мамаев курган, обязательно придут к нашему памятнику и в дань уважения возложат цветок. «Бастионы памяти» — это масштабный проект. По задумке авторов, мемориалы с именами якутских солдат, павших на полях сражений Великой Отечественной, должны появиться в 19 регионах России. Именно там, где шли ожесточенные бои. Это еще раз увековечит память о подвиге дедов и прадедов и их вкладе в великую общую победу. Максим Кардозу, Виктор Ольсов, Волгоград. Произведение классической музыки на священной земле Ланхо. В Якутске дали старт первому международному конкурсу-фестивалю «Симфония добра». На открытии выступил симфонический оркестр Высшей школы музыки Якутии. Чем запомнится первый день фестиваля участникам, смотрите в сюжете Вероники Таюрской. Идея создания первого международного конкурса фестиваля музыкального исполнительства «Симфония добра» была озвучена Владимиру Путину год назад. Тогда глава государства поддержал проект, направленный на поддержку молодых и амбициозных исполнителей классической музыки. Президент тогда с удовольствием поддержал эту идею. Вот авторитет во главе с Алексеем Олеговичем Чекунковым и отработал. И сегодня уже представители нескольких стран, 9 дальневосточных субъектов уже собрались в нашем городе Якутске. Конкурс фестиваля охватит 18 номинаций в 6 направлениях. Фортепиано, деревянные духовые инструменты, камерный ансамбль с фортепиано, струнные инструменты, медные духовые и ударные инструменты, а также академическое пение. Участниками являются только те ребята, которые имеют прописку в ДФО или обучаются именно в образовательных учреждениях ДФО. Как показала практика, при поездке мы в прошлом году ездили по проекту «Махтал» по регионам, Иркутск был у нас, там Бурятия, Монголия. И вот эта поездка показала о том, что регионы имеют своих композиторов, но музыку играть некому. И вообще на территории ДФО существует только 3 симфонических оркестра. Для участия в конкурсе в столицу республики прибыли музыканты из Казахстана, Китая, Узбекистана, Монголии и многих других регионов России. Всего будет прослушано более 250 исполнителей в возрасте от 12 лет. Это наш первый визит. И с нашей консерватории 8 пианистов и 2 контрабасиста, и еще члены нашего педагогического состава, профессора,
Вот, и молодые педагоги приехали с учениками. Подготовили программу по требованиям конкурса, да, и вот нам было очень интересно поработать над произведениями якутских композиторов. Вот, хочу особо подчеркнуть вариацию композитора Михеева для фортепиано. Вот наши дети, они с радостью работают над произведениями. Более 1200 претендентов было отсмотрено и отслушано в период с 1 февраля по 30 мая. Но только лучшие из лучших удостоились чести выйти на сцену с уже состоявшимися музыкантами. Я жду хороших впечатлений, ярких. Я знаю, что Якутия, она богата талантами. Очень много красивых, я знаю, здесь голосов. Любят петь. И вообще, очень талантливый народ. Поэтому жду ярких выступлений. Еще счастлива, что я здесь. Конкурс-фестиваль «Симфония добра» будет проходить раз в 2 года. В планах у организаторов не только расширить географию участников, но и сформировать первый молодежный симфонический оркестр Дальневосточного округа. Ну а сам фестиваль продлится до 30 июня. Вероника Таюрская, Аэлита Махно, Владимир Павлов, Якутск. В Нюрнбергском лагере мужества проходит юбилейная смена летнего отдыха. В этом году детскому лагерю исполнилось 45 лет. Программа для ребят разнообразна и разработана так, чтобы каждый мог раскрыть свои таланты, поучаствовать в отрядной деятельности, найти новых друзей и сделать множество интересных открытий. Продолжат наши коллеги из Нерюнгри. Стартовали новые приключения в лагере мужества. Первая смена собрала 350 ребят. Столько же ожидается во втором сезоне. Тематика этого сезона у нас «Дружба народов России». Это международные отношения дипломатические про народы, которые живут на территории Российской Федерации. И ребята изучают их культуру, историю, памятные даты. У нас есть квест-игры, которые подготавливают вожатые, а также воспитатели отрядов, где они отображают как раз такие интересные задания по тематике своей народности, своей национальности, которую они представляют. Заботу об отдыхе детей традиционно взяли на себя профессиональные педагоги Нерюнгринского района и вожатые из объединения «Содружество». Игры с детьми, постоянная работа, подготовка к мероприятиям входит. В общем, все время выделять детям. Это обязательно. Это мое самое любимое дело. Детям здесь всегда есть чем заняться, поэтому многие стараются попасть в лагерь каждый год. Я уже в лагерь хожу 4-й год. Мне очень нравится, во-первых, то, что тут вожатые, воспитатели. Все очень добрые, тут очень еда вкусная, особенно запеканка вообще очень вкусная. И то, что тут очень чисто, это очень радует. Я очень люблю лагерь мужества за то, что мы находимся на природе. Еще за то, что у нас очень много конкурсов и веселые ребята. Я пришла первый раз. Мне очень нравится, потому что постоянно с нами какие-то игры играют, мы гуляем на природе, постоянно чем-то нас занимают, всяких разных много мероприятий, и вожатые очень классные. Детский лагерь мужества существует с 1980-х годов, и в ближайшее время его ждет полная модернизация. Сегодня разработка дизайн-проекта находится на финальной стадии. Это будет не просто лагерь, это целый квартал детства, который будет работать не только 2 сезона, как сейчас это происходит, а где-то с середины весны до середины осени, чтобы ребята могли проводить и тематические смены, съезды спортсменов, отличников, юноармейцев, чтобы они могли во время учебы приезжать в лагерь и проводить здесь небольшие краткосрочные профильные смены. Такие грандиозные изменения станут настоящим подарком для всех жителей Нерюнгринского района. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Таким увидели уходящий день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. Всего хорошего и до встречи в эфире.